дедушка, самый мудрый, самый хитрый во всем лисьем роду, и вдруг у него такой правнук. Нет, он не переживет этого. Нет, уж я поговорю с ним. Людвиг, Людвиг! Не пороть! Ты хотел поговорить со мной, папа? Дорогой мой, любимый сыночек, ты еще не умеешь читать, но, может быть, ты знаешь, что написано на этой табличке? Я знаю, это девиз нашей семьи. Но я знаю еще больше. Обманывать других плохо. С кем ты связался? С каким хулиганьем? Это не хулиганье. Это мои лучшие друзья, зайчата. Юки-ю и Тупи-ту. Мама, у них есть дома много книжек, где так и написано, что обманывать других плохо. Ух ты! Конечно, конечно, обманывать других плохо. И все должны любить друг друга. Это и значит, правильно. Это и значит, что должны все любить друг друга. Но у них есть еще одна книжка, где так и написано, что все должны обманывать друг друга. Мне это неинтересно. И ничего этого я знать не хочу. Я хочу быть хорошим, не хочу быть хитрым, не хочу никого обманывать. Вот. Да? Тогда свою честную жизнь ты начнешь натощак. Отец, он и так худенький. Молчи, Лора. Людвиг не завтракает, поняла? Поняла. Все правильно, мама. Не заступайся. Папа прав. Раз я так считаю, я не должен есть. Он так считает. Марш, детскую философ. Нет, он безнадежен. Ты только представь себе, лис не хочет быть хитрым и не хочет обманывать. Да успокойся, он изменится, когда подрастет. Да, он не подрастет. Он должен быть хитрым. Если не будет хитрым, он не выживет. Он не сумеет добывать себе еду. Что же нам делать с ним? А что? Мне кажется, что он играет не с теми детьми. Да-да-да, его друзья отвратительно хорошие. Ты слышал, что он сказал про этих зайчат? Они не научат его добру. Да, ты права. С этой минутой Людвигу запрещается выходить без спросу. Но он же не может расти совсем один. Но есть же у него старший брат Лабан. Он может научить его такому, чего даже мы не знаем. Лабан! Лабан! Сюда! Сюда! Лабан! А вы же знаете, как меня называет вся лесная малышня? Хитрый Лабан. Все боятся меня и знают, что на целую милю в округе я хитрее всех. Ты гордость нашей семьи, а теперь твоя хитрость должна пойти нам на пользу. Ты должен позаботиться о Людвиге. Ты, наверное, слышал, что он как заявил? Он не хочет быть хитрым. Вот щепенец. Выходит, мне придется играть с маленьким Людвигом, а я не хочу. Не хочу? Не хочу. А чтобы у тебя был брат, за которого стыдно, ты хочешь? Тоже не Ты хочу. помнишь девиз нашей семьи? Помню, папа, конечно, помню. Да здравствует хитрость во веки веков, чтоб за нос успешно водить простаков. Вот мой мальчик. Вот наш И зам. ты должен сделать Людвига настоящим плутом. Я верю в тебя. Хорошо, папа, я сделаю все, что ты скажешь. Ведь я самый хитрый на милю вокруг. Ладно, не очень-то важничай. Пока еще самый хитрый в этой семье я. Хорошо, папа. Я займусь воспитанием Людвига. Я займусь. Держи, мама. Лора, помни, Людвиг не завтракает, поняла? Поняла. Да здравствует хитрость во веки веков, чтоб за нос успешно водить простаков. Людвиг, подойди сюда. Сейчас я с тобой буду играть, понял? Я не хочу с тобой играть. Мало ли Все что. мои друзья говорят, что ты настоящий плут. Мало ли что ты. Ты что, забыл, что сказал папа? Ты больше не должен играть с этими уличными зайчишками, понял? Сегодня мы должны играть в прятки. Какие прятки? Сейчас я буду заниматься твоим воспитанием, и я буду учить тебя уму-разуму, понял? Ты, конечно, можешь научить меня и уму, и разуму, но не научишь меня, как обманывать других. Вот. Ладно, это мы еще посмотрим. Говори, что хочешь узнать? Я? Да. Вот, я хочу узнать, как живут люди. Их
знать. Ишь ты какой сразу, что захотел, этого делать нельзя, ты знаешь, это опасно. Что, боишься? Я? Ты че, боишься? Да я самый хитрый, на целую милю вокруг, понял? Ладно, пошли. Ну ладно, пошли. Вон видишь, это забор. Вот. Заходить нельзя, понял? Понял. А вон там прямо, коробка с окнами. Это нора для людей, понял? Там люди живут, дом называется. А вон там, самый главный, маленький домик. Это курятник. Ты знаешь, там живут куры, цыплята и эти самые яйца, понял? А где живет тот самый ужасный Максимилиан, о котором всегда говорит папа? Ты что? Не произноси это имя. Какой это ужасный, коварный Максимилиан. Ну я клянусь, я буду первым, кто обманет это страшилище, понял? А может, я вперед тебя обману его? Как ты обманешь? Ты же не хочешь быть хитрым? Вот что. Ты знаешь что? Я сейчас обману первого, кто попадется нам по пути. Хочешь? Давай поспорим. Я не хочу с тобой спорить. Не хочешь? А я все-таки обману, просто так, чтобы доказать тебе, какой я хитрый, понял? И для чего нужна хитрость. Так. Вот. Где же мы были так долго? Ой, привет, Юрик, мы были в киоске. И купили недавно пряников. Помалкивай, понял? Вот так. Ой. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. У тебя что? Горло болит? Да, мы как раз с Людвигом идем от доктора. Да? И доктор сказал, что у меня очень болит горло. И есть только одно лекарство, это медовые пряники. Медовые пряники? Ой, пряники. Медовые пряники. А может, вы тоже собираетесь в киоск купить медовых пряников? Я, к сожалению, не могу купить пряники. Почему? Чему? Потому что у меня нету денег. И мне придется ходить с больным горлом. Правда? Ой, ну ладно. Только потому, что ты брат Людвига, мы тебе отдаем целый пакет медовых пряничков. Не болей, главное, пока. Я уже совсем не Людвиг, могу пока, говорить. Людвиг, пока. Люди, спасибо. Спасибо, 5000 спасибо. Как тебе не стыдно? Это же мои лучшие друзья. А ты... А почему мне должно быть стыдно? Ты знаешь, что зайчатам не нужны пряники, а тебе не нужны зайчата, понял? Ты что, забыл, что папа говорил? Ой, как пахнет, понюхай, как пахнет. А? Людвиг, ты что? Ты обманщик. Нет, а мы тебе верим. С тобой не играем, Людвиг, ты обманщик. Мама! Ну ты понял, как должен поступать лис, если ему хочется медовые пряники? Вот для чего нужна хитрость, понял? Вот так вот. Сейчас я буду их есть, а ты будешь смотреть. Ну и дурак. Почему это я дурак? Я самый хитрый. На целую милю вокруг, понял? Ура! Ура! А вот если бы я был на твоем месте, то я спрятал бы все пряники до обеда, а потом стал бы их есть у всех на глазах, чтобы у них слюнки текли. Иногда ты все-таки разумно рассуждаешь, молодец. Ладно, хорошо, я спрячу пряники до обеда. Но в обед буду есть их один. И никому не дам, понял? Я бы так тоже сделал. А ну-ка, отвернись. Отвернись, тебе говорят. Сейчас где бы их спрятать? Куда бы их спрятать? Ну ладно, я пошел. Иногда ты довольно разумно рассуждаешь. Ю-ю, тупи-ту! Мои дети больше не будут с тобой играть, потому что
поиграем. Мне нельзя играть с тобой. Почему? А потому что тетя Зайчиха сказала моей маме, что вы украли 2 мешка. Медовых пряников у Юки-Ю и Туфи-Ту. Вот. Нет, всего 1 пакет. А это все равно. Это не все равно. Я обманул только брата Лабана. Ты обманщик, и я с тобой не играю. Все. Пойду к ежику. Ежик еще маленький, но уже очень мудрый. Ежик, ты дома? Нет. То есть да, я дома, но меня для тебя дома нет. Не шути так, это же я, твой лучший друг Юки. А я не шучу. Ха. Думаешь, я не знаю, что ты отнял 3 воза медовых пряников у Юки-Ю и Туфи-Ту? Но это же неправда. Это правда, потому что я слышал это от своей мамы, а моя мама слышала это от мамы Агни Попрыгуньи, а та слышала от мамы Юки-Ю и Туфи-Ту. Я думал, ты добрый, а ты такой же хитрый, как все лисы. Я не буду больше с тобой играть. Ну вот. Теперь у меня осталось только 2 друга. Это горностаи. Отки и Бен. Отки! Бен! Выходите, поиграем! Хочу, нет, могу, нет. Не могу и не хочу, нам нельзя с тобой играть. Нельзя. Почему? Как почему? Наш Ёжик слышал от мамы. Да, наша мама слышала от мамы Ёжика. Да, которая слышала от мамы Агни Попрыгуньи. Да, которая слышала от мамы Юки-Ю и Туфи-Ту. Да. Ты выманил 4 горы недавних пряников и зайчат. О, какие 4 горы! Всего 1 пакет и вовсе не я! А мы играть с тобой не будем с тобой играть. Нельзя. Ну почему все так несправедливо? Я только хотел быть хорошим, не хотел никого обманывать, хотел быть добрым. Эх, вот возьму и уйду из дому. Вот сказала уйду, значит уйду. Только есть хочется. У людей всегда есть еда. Нет, страшно. А, не так уж я и боюсь. Ну, есть хочется. Попробуй пробраться к людям. Ой, человек или папа привидение. Ой, человек или папа привидение. Давай. Помогите. Что за манера налетать на ни в чем не повинных зверей? Я ни на кого не налетала. Я почти не умею летать. А что ты делаешь в лесу такой маленький? Ты должен сидеть дома. Я не он, я она. Я девочка. Я шла домой, и вдруг я учуяла запах лисицы. А страшнее девичьего леса я не знаю. Что, никогда не видела лисиц? Нет, не видела. Но я знаю, что у них очень длинные уши. И вместо хвоста маленький шарик. Еще не прыгают. Иди. Ты, наверное, смотрела не на те картинки. Ой, я глупая. Я всегда путаюсь. Вот путаю разницу между лисой и зайцем. Значит, лиса это та, у которой рыжая шубка, длинный хвост и еще Ну вот это гораздо точнее, гораздо. А ты что, видел лис? Неоднократно. Ты их не боялся? Нет, нисколечко. Какой ты храбрый. А как тебя зовут? Меня зовут Людвиг Ларсон. Такой смешной. Что не смешное? А тебя как? А меня Тута. Как? А ты что, живешь здесь, в лесу? У людей? Слушай, а какого цвета у тебя шубка? У меня нет никакой шубки. У меня пушинки. И они у меня желтые. Но ты ведь птица, не правда ли? Ну ты же сама сказала, что еще не умеешь летать. Но ты ведь не курица. Нет, я не курица. А ты кто? Ты ручной?
ценит ни глаз, ни зубов. Да, если бы я не убежал, он бы меня съел. Ой, какой ты глупый. Обещай, что этот тебя точно не съест. Смотри. Что ты с ним? Ой, Да это же пугало. пугало. Пойдем. У нас там наверняка горит лампа. Я останусь, наверное, что-нибудь вкусненькое от ужина. Пойдем. Мы с тобой устроим пикник. Пошли, пошли. Зато я смотрю, наш гость почти в обмороке. Тут так. Как это понять? Ты где его взяла? Погоди, мама, погоди. Ты не бойся, они тебя сами боятся. Мама, это вот Людвиг Ларсон. И он не плут. И он не собирается никого душить. Ему можно верить. Ой, я не могу. Что ты говоришь? Ларсону можно верить? Ты глупа, дочь моя, ты глупа. Да, она умнее некоторых взрослых. Вот. Помолчи. Я только что хотела сказать им, как ты хорошо воспитан, а ты все портишь. Мама, это, конечно, лис, но он другой. Как это? Как это он другой? Он что, питается травой, что ли? Нет, лис есть лис. Посмотри, как он сглатывает слюну. Ну да, конечно. Он голодный. Он с утра ничего не ел. И поэтому ты привела его в курятник. После всех наших рассказов и уроков про лис ты привела его в курятник, да? Правда, я действительно с утра ничего не ел. Да? Знаешь что? Сейчас я вот тебе, Катя, принесу тарелку. На, вот зернышки. Давай. Зернышки возьми, да. Вот. Держи. Не знаю, понравится, только тебе не знаю. Костя, Ты кушай. смотри-ка. А я думал, что он начнет прям с меня. Нет, что вы, я не ем старый курятник. Нет, я тоже, конечно, могу, когда ничего нет, но не люблю. Так, тут-то мы сюда. И это ты называешь хорошим воспитанием. Знаешь что, дружок, давай подкрепляйся скорее и уноси отсюда ноги, потому что сейчас сюда придет Петрун Пил. Не думаю, что он будет в восторге, увидев одного из Ларсонов. Тут-то приведешь на ужин еще одного из их рода. Боюсь, завтракать тебе уже не придется никогда, ты меня поняла? Что? Лис в курятнике? Да. Много? Петрус, мое солнышко, ну не расстраивайся, это не враг. Ну что ты? Как не враг? С ума сошла? Лис в курятнике, кукуру! Максимилиан! Сюда! Лис в курятнике, кукуру! Где лис? Где? Сбежал. Добрый день, добрый вечер, доброе утро. То есть мы уже виделись, меня зовут Людвиг, да, вот, но сейчас мне пора, извините, мне надо бежать. Стоять! Ха! Ха-ха-ха! Нет, ты
Ты положительно самый смелый и самый хитрый лисенок из всех, за кем мне когда-либо приходилось гоняться. Надо же, я бегал весь двор, а он, оказывается, вон где, в моей собственной конуре. Кто бы мог подумать. Значит, это важно. Представь себе, никто бы не подумал, что ты можешь подумать, что можно подумать, что можно забраться сюда. А я так и подумал, что вы не подумаете, что я подумаю, что кто-то подумает, вот и спрятался. Я положительно не могу на тебя сердиться. Слушай, да ты, наверное, проголодался, а? Ну, после такой-то погони. Ладно, позволь предложить тебе косточку. Вот. Да. Слушай, как, говоришь, тебя зовут? Людвиг Ларсен. Людвиг Ларсен? Ага! А ты не знаешь случайно этих самых хитрых Ларсенов из ближайшего леса, а? Это же мы. Мой папа часто рассказывал нам о тебе, Максимилиан. Правда? Да, должен тебе сказать, что твой папа почти такой же хитрый, как я сам. Да, как сейчас помню. Но греми, кусты трещат, а мы бежим. Ой, как я его тогда цапнул за заднюю лапу. Слушай, передай ему, в следующий раз будет еще интереснее. Так, а теперь тебе пора домой. Быстро. Еще раз появишься в курятнике, пеняй на себя. Он же совершенно беззащитен с этой своей искренностью, с этой своей дурацкой правдивостью. Ну, представь себе, что ему загрызли собаки. Ну зачем так переживать? На рассвете мы объявим общий лесной розыск. На рассвете? До рассвета еще надо дожить. Да прекрати истерику! Я мать, и мой сын может быть на краю гибели. Нет, мамочка, я уже не на краю, я здесь. Мальчик мой, Где ты был? Да не тискай, Лора, не тискай! Он заслуживает другой встречи. Где ты был? Да погоди со своими вопросами. Дай ребеночку поесть. Мам, все нормально, я уже ел. Где ты ел? С кем? Сейчас я расскажу по порядку. Папа, сначала меня назвали очень хитрым. Приятно слышать. А мне показалось, что неподалеку лаяла собака. Правильно, это и был Максимилиан. Максимилиан? Да, мам. Значит, это и вправду был мой злейший брат Максимилиан. Я не раз имел честь гоняться за ним. Не хвастаюсь, должен сказать я, что такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы все бежим. Здорово я тогда его укусил за заднюю лапу. В следующий раз еще веселее будет. Пусть он там себе и заробит на засол. Ну, что ты тут сочиняешь, мой мальчик? Ты встречался с Максимилианом? Это потом, папа. Сначала он гнался за мной, но никак не мог догнать, потому что я хорошо побегал в курятнике. А потом я залез в его конуру, он очень обрадовался и угостил меня косточкой, а потом он проводил меня до дома. Проводил? Ты, наверное, слишком долго спал под елкой и видел сказочные сны. Ладно, сынок, иди в детскую. Сыночек, как же он тебя проводил? Это же Ты где болтался? Ладно, давай поиграем. Поиграем, ни за что. Ты думаешь, я забыл, как ты надул меня с медовыми пряниками? Ой, ладно. Тогда я пойду играть со своей новой подружкой. новой подружкой? Да, мам. Это хорошо. А как зовут твою подружку? Ее зовут Тутта Карлсон. Да кто она Так такая? Карлсон, Тутта. А я ее не знаю. А ты приведи ее к нам домой, я хочу познакомиться с ней. Не думаю, чтобы ей это понравилось. Вот лучше я пойду к ней сам. Дорогу я уже знаю. Иди. Тоже Отец? не. Кто-то Карлсон.
Знаешь, кто такая Тута-Капса? Кто такая? Я понятия не имею. Вот что хочу сказать, кто такая Тута-Капса. И подсмотри за Людвигом. Да. Хорошо, папа. Знаю. Сделаю все, что ты Мне очень скажешь. интересно, Мама. что это за Тута. Здравствуй, кукол на грядке. Руки носит в сторону, словно делает зарядку. Ну и наконец же ты. Значит, это ты повадился, мой курятник. Ой. А ты нет, радости. Такой милый, шустрый лисенок. Наши детишки с удовольствием будут играть с тобой. Вот. Вот здесь ты будешь жить. Вот. Эй, Макс, поди сюда. Посмотри, кого я поймала. Вчера он ускользнул от тебя, а сегодня я поймал его голыми руками. Учись! Тормозец. Что, весело тебе, да? Ты не мог бы меня выпустить отсюда? Нет, мы с тобой больше не друзья. Потому что ты плут. Я не плут, я совсем не хитрый. Да? А кто забрался в мою конуру? А? Вот теперь посмотрим, как ты отсюда выберешься. А можно голову посунуть, да? Ну почему я совсем не хитрый? Был бы хоть чуточку хитрый. Куда? Ой, Юрника. А ты что делаешь в секретке? Играю. Да? А как ты попал в нее? Ведь она туда закрыта. Я перепутал человека с пугалом. Вот здорово, ты сказал правду. Ты совсем не похож на хитрых лис. Между прочим, я шел играть с тобой. Так значит, это я виновата. Значит, ты из-за меня попал в клетку. Ну ничего, я помогу тебе выбраться из этой клетки. А сейчас до свидания. Ты сейчас. Пожалуйста. Обед нашему гостю подан. Слушай, поправляйся. Что? Ты питаешься? Не ешь эту пищу? А почему? Разве она отравлена? Пахнет вкусно. Какой ты глупый. Максимилиан зол на тебя. Ты получил самые лучшие его куски. Ну и пускай злится. Погоди. И все-таки я считаю, тебе нужно отдать Максимилиану эти куски. Потому что Максимилиан... Слушай, да ты хитрее моего папы. Даже хитрее самого меня. Я понял. Макс! Макс! Ой, как вкусно пахнет. Весело тебе, да? А разве ты не голоден? Еще спрашивает. Ну вот поэтому я и оставил тебе самые вкусные куски. Тогда ты угощал меня, а теперь я хочу угостить тебя. Заходи. Нет, ты меня обманешь, я знаю. Нет, разве может такой маленький лисенок, как я, обмануть такого мудрого пса, как ты? Действительно. Правильно! Вот так вот. Ну, теперь я... Попался? Обманул, бродяга. Ну ладно, извини, мне некогда. Да спасибо тебе. Ну это уж ни к чему. Для кого я тебя спасала? Для себя. Слушай, Людвиг, обещай мне, что никогда не придешь сюда, в курятник, чтобы съесть нас. Клянусь тебе, что никто из нашей семьи никогда не причинит вам вреда. Ты обещай мне, что предупредишь нас об опасности, если люди захотят устроить на нас облаву. Клянусь! Все, я побежала. Ага, беги. А ты-то как тебе это не стыдно, а? Вот это что-то ужасное. Ну что,
Это что-то ужасное! Ой, это там Людвиг, кто-то Карлсон, лишь... Ой, да что это я говорю, что я говорю? Кто-то Карлсон, это... Цыпленок. Представляешь? Цыпленок! Ай да, Людвиг! Ведь это значит, что он проложил для нас прямую дорогу в курятник. Играть с цыпленком! Таких игр даже я никогда не был. Так вот, цыпленок, представляешь, цыпленок. Это же цыпленок. Это же... Я полагаю, играл со своей подружкой тут-то Карлсон. Да, и нам было очень весело. А они могут быть, да, пригласить нам в гости. А если есть сестрички и другие родственники, то их тоже пригласить. Мы такие гостеприимные, не правда ли, Лапа? Ой, она очень аппетитная. Что? Видел мою тутту Карлсон? Нет, 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 нет. Чего? Я просто хотел сказать, что она очень хорошая и веселая, если играет с моим лучшим братиком. Ладно, пойду-ка я в детскую. Лава, Что ты Что говоришь? думаете, он на самом деле, что ли, сможет ее сюда привезти? Нет, не думаю. Но когда цыпленок идет к нам, то мы идем к цыпленку. Итак, мы сами пойдем. Цыпленок тут Карлсон, ее родственникам. Сами вежливо поздороваемся. Папа, ужин нам обеспечен. А может, я один пойду туда, папа? Чтобы выполнить такое важное задание. Ну уж если Людвиг смог пробраться туда, то я-то и подавно проберусь. Да, только не делай глупости. А потом пробираться следует, пока стемнеет. Пусть идет, пусть. Мать, Иди. если мне пробраться. Конечно. Да я тем более туда проберусь. Что же делать? Что же делать? Что немедленно предупредить тут об опасности? Как же я проберусь до курятника, еще очень светло. Если мне притвориться пугалом и надеть шляпу. Точно! Мне нужна шляпа! Не бойтесь, это я, Людвиг. Вам, неважно, вам угрожает опасность. Сегодня мой брат Лабан должен пробраться к вам в курятник. Вы успеете что-нибудь предпринять? Ой, спасибо, Людвиг, что предупредил нас. Всегда можно предотвратить беду, если знаешь о ней заранее. Спасибо, Людвиг. Спасибо. Так, девочки, а мы не будем сидеть, сложа крылья. Ну-ка, присядь, Петр, присядь, мое солнышко. Не пахнет сразу. Да. Это уже прикольно, да? Ой, я при смерти. Ой, я истекаю кровью. Что случилось? Да нет, Так больно. Так Ну, если тебе больно. чуть-чуть больно, то следует заметить, что ты сам виноват. Сейчас помогу. Зачем? Зачем паспорт, что ты самый хитрый на милю вокруг? помогу. Каким курятку? Папа, подожди. Вот так. Вот. Рассказывай все по порядку. Это мышеловка. Это современная мышеловка. Ой, так больно. Папа, значит так, как ты меня учил?
А я тихонько перебежал через поле, вдоль забора прошел, пробрался в курятник. Никто, слышите, никто меня не видел и не слышал. Вот. Но только я зашел в курятник. И ловушка захлопнулась. Да, так больно, знаешь, как больно. О, тут поднялся такой шум. Все куры, все цыплята. И даже яйца стали кричать. Да. Вот так вот меня ждать. Но тут зашел человек. А с ним на четвереньках приполз этот самый Максимилиан. И представляете, я еле-еле унес ноги. Ой, так больно. Нет, тут что-то не так. Откуда куры знают, что с ним напрямую не смогли носить? Не знаю, папа, не знаю. Предупреди. Кто ты предупреди? Кто? Людвиг? Что? Да? Людвиг, он братишка. Людвиг, Убью. ты довольно долго отсутствовал. Ты, наверное, гулял у курятника, да? Там Ты еврей! Да. Гулял, ко мне сказал. Я тебе не рассказал, тут лекарство всем остальным курам. Он должен прийти, мама. Ты сказала, что я приду? Потому что я не хотел, чтобы лава причинила вред. Ты Больше никогда не будешь играть в Тута Каузен. Она и ее родственники отнюдь не наша компания. брат. Зачем? Зачем здесь? Это же лесу на ради. Вряд ли не сходи. Почему такой злой? Нет. Я же говорил, Здравствуйте. она аппетитная. Она очень аппетитная. Я пришла сказать вам, что вам грозит опасность. Опа. На вас надвигается беда. Какая беда? Прислушайтесь Да. и нюхайтесь. Ой, Тихо! в самом деле. Я чую собаку. Это Максимилиан. А я слышу шаги и голоса. Это люди с нашего двора. Ой, я пойду узнаю. Рассказывай. Почему, собственно, люди решили начать охоту именно сегодня? Понимаете, им показалось, что возле нашего курятника слишком много разгуливает лис. Вот они и решили объявить на вас облаву и выгнать вас из леса. А как же наша прекрасная Да квартира? прекрати, Леси! Прекрати. Там кругом люди. Кругом люди. Сейчас самое время открыть вам одну тайну. Да, приду. И вторые есть глаз, и знаю его только я. И старый есть глаз. Конечно. Мы можем выбраться через потайной ход. Но вполне возможно, что весь лес так и кишит этими разбойниками и собаками. А я знаю одно исключительное укрытие. Это наш курятник. Там-то вас никто не будет искать. А когда закончится облава, вы обратно вернетесь к себе. Что остальным курам понравится наше нашествие? Понимаете? Я скажу, что вы папа и мама Людвига, и они будут вас рады принять. Благодарю за приглашение. Идемте, только тихо. Папа, не суетись. Ох, хитрый папа. У него еще запасной лаз оказался. Привет, карикатура! Разрешите приветствовать вас. Карикатура! Как они отвечают на наше гостеприимство? Вы слышали? Карикатура. Я хотел быть просто вежливым. Маленький Ларсон, ваш сын, настоящее бестия. Вот видите, даже куры и те знают, что я самый хитрый на милю. Помолчи, имел к тебе речь. О Я ком? говорю о маленьком Серге, который помог нам в курятнике переоделся. Так, я предлагаю трехкратное кукареку в честь Людвига. Ура! 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 А ваша дочь тоже очень способная. Если бы не она, так бы трудно пришлось. Ура, тута! Ура! 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 Я всегда знала, что Тута и Людвиг стоят друг друга. Они настоящие друзья. Значит, нам можно играть? Конечно, сынок, конечно. Ну сколько можно стоять и распаливать малышей? Давайте лучше позаботимся о праздничном ужине. Правильно! И устроим настоящий пир. Давайте.
поверит никто,